Я не знаю, каким образом это работает, но это работает. Подскажите, пожалуйста, если это у вас тоже так было. Я вчера стала участницей мастер-класса Саши Митрошиной. Классно. Она вернулась в блог, и сейчас запускает мастер-класс, в котором она расскажет все тонкости ведения блога, создания блога новичкам и не новичкам. Вот, я хотела поблагодарить Сашу за то, что ко мне пришла идея вести блог наконец-то и на казахском, и на русском, и на английском, потому что я всегда была за то, чтобы если ты владеешь английским, если ты в этой сфере, если ты хочешь донести людям что-то, давать что-то полезное, ценное об английском языке, о том, чтобы людей замотивировать на изучение английского или же замотивировать на то, чтобы поступить в зарубежные страны, сдав IELTS. Вот я была всегда за то, чтобы показывать и рассказывать о том, что вот, что ты классный специалист, что ты можешь помочь в этом плане. И подписавшись на твой блог, человек замотивируется в дальнейшем, слыша всю эту речь на английском языке. Но сегодня в полночь ко мне пришла такая мысль, а почему бы и нет, почему бы себе и не разрешить того, чтобы все это можно же и донести на русском или же на казахском, потому что у меня мои ученики, они казахстанцы, украинцы, россияне, люди из Беларуси и Кыргызстана, поэтому всегда нужно тоже доносить информацию, ценность на этих языках тоже. На казахском, на русском, если владеете украинским, на украинском тоже, вот, или же на кыргызском. Вот, получается, всегда нужно стараться вести свой блог и на других языках тоже. Не обязательно всегда все снимать на английском. Я к этому только сейчас пришла, веду блог больше 6 лет, наверное, вот, и этот блог веду больше 6 или же 5 лет, не знаю, не помню, но долгое время тоже веду этот блог. Иногда, конечно же, у меня всплывали идеи для того, чтобы начать вести и на русском или же на казахском. Я снимала, конечно же, обязательно снимала. У меня есть и длинные видео на YouTube на моем родном языке или же на русском языке. И просто я в себе замечала, что я себе не разрешала этого делать. Но благодаря этому созданному полю Митрошиной и Сашей, спасибо огромное ей за это, ко мне прям пришла такая, не знаю, вера в то, что ты можешь еще и проявляться на своем родном языке или же на русском языке. Да, веди на английском как хочешь, но иногда добавляй все это, потому что блог — это то место, где не все люди владеют английским, не все люди понимают, но да, я просто фанат того, что даже если ты не понимаешь язык, внедрив его, то есть слушая что-то на английском, смотря что-то на английском, ты можешь прям действительно начать уже, сделать уже первый шаг к тому, чтобы поверить в себя, как к тому, чтобы принять эту информацию уже на английском и начать уже думать на английском, и начать уже делать какие-то шаги в том направлении, к тому, чтобы прийти к результату, прийти к тому, чтобы владеть этим языком. Я всегда так делаю, то есть все мои уроки полностью на английском, на 99% на английском, и я и разговариваю со своим ребенком только на английском с его младенчества. И только благодаря тому, что я полностью погружаю себя, своего ребенка, своих учеников в англоговорящую среду, искусственно созданную. Да, мы не живем в англоговорящих странах, но даже если мы себя будем вот так вот внедрять или же погружать себя в англоговорящую искусственно созданную среду, мы уже делаем огромный-огромный шаг к тому, чтобы начать уже разговаривать. Вот, я фанат этого, поэтому я полностью всегда была погружена в английскую речь, в англоговорящую речь, поэтому в англоговорящую среду, поэтому я всегда верила в то, что мне нужно обязательно вести блог только на английском. Вот, и вот такие вот были у меня
настройки. И сейчас я хочу еще раз сказать спасибо и благодарю Сашу. Саша, спасибо тебе за то, что во мне прям появилась вот эта вот мысль. Действительно, эта идея во мне уже появилась ночью, полночь, но я не могла уснуть. И сразу же, как только проснулась, начала записывать все эти видео для того, чтобы уже начать действовать, потому что я не могла, меня разрывало прям. Я прям действительно очень хотела уже делать это. Пришла идея, я не могу просто, меня разрывает, я не могу ничего делать, кроме как совершить это действие, если ко мне пришла идея, поэтому я сейчас записываю это видео и хочу поблагодарить. Я реально не знаю, как это работает, но если ты попадаешь в круг общения Саши, даже если она меня не знает в лицо, и я ее никогда не видела в лицо, вот, и вживьем, поэтому даже если ты ее не видела в реальной жизни, ну, это реально круто работает, поэтому подписывайтесь к Саше Митрошиной, она крутой специалист.